Итак, ребята, сегодня урок русского языка. Тема нашего прошлого урока была публицистический стиль, да? А сегодня тема нашего урока – научный стиль. Цель нашего урока – вам нужно прежде всего узнать, что такое научный стиль, как она применяется, в каких жанрах применяется, да? Но начнем урок наш с домашнего задания. Ваше домашнее задание было подготовить сообщение, презентацию о музее Казахстана. Правильно, ребята? Да. Так, пожалуйста, кто готов? Кто выступит? Пожалуйста. Все слушаем, ребята, презентацию, потом будем задавать вопросы. Тема моей сегодняшней презентации – это Центральный государственный музей Республики Казахстан. Если говорить об истории этого музея, музей расположен в Алматы. Это один из старейших и крупнейших музеев Казахстана и Центральноазиатского региона. Коллекция фонда насчитывает около 3000 единиц хранения. В 1920 году, согласно постановлению правительства Казахской АССР, был создан Казахский Центральный краевой музей. В то время частично коллекция Оренбургского губернаторского музея переведена в распоряжение образовательного Центрального краевого музея. В настоящее время в музее функционирует около 7 экспозиционных залов, которые позволяют получать наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой и современной истории и культуре наследия Казахстана. Центральный государственный музей РК – самый посещаемый музей страны, который ежегодно принимает у себя до 130 тысяч человек, который организует и проводит свыше 100 коллекций, создает ежегодно более 30 выставок, проводит популярные среди населения акции и различные культурные образовательные программы. Современное здание музея было построено в 1985 году по проекту архитекторов Тушнова, Мустафиной и Разгалиевой. Оно по праву считается одним из лучших архитектурных сооружений во всем централизованном регионе. В музее имеется 6 экспозиционных залов, отражающих историю и культуру Казахстана, с древнейших времен до современности. Первый зал – это палеонтология и археология. Второй зал – историческая этнография. Третий зал – история и культура диаспоры Казахстана и Казахстана в годы Великой Отечественной войны, то есть 1941 год и 1945 год. А четвертый зал – это суверенный Казахстан. Пятый зал – открытый фонд, археологическое золото Казахстана. Шестой зал – это музей антропологии. Спасибо. Давайте, ребята, оценим ее работу. Вы знаете, что оценивается в 10-бальном бале. 5 это когда у нас что? Тема раскрыта, оформлена, да? Сообщение очень интересное, да? И за это мы ставим 10 баллов. 7 баллов ставим, это оценка 4, да? Есть материал, но нету наглядности или нету дополнительных сообщений интересных, да? Вот по таким шкале. Как вы думаете, как мы оценим работу? 10 баллов. Здесь был полный сообщение, видео, да, и так далее. Презентация была. Для вас было интересно? Да. Спасибо тебе, 10 баллов. Следующий кто? Пожалуйста, выходим. Ага. Громко, ясно, пожалуйста. Вы будете оценивать, поэтому смотрите. Национальный музей Республики Казахстана. Крупнейший музей в Центральной Азии. Музей был создан по поручению президента Республики Казахстан Нурсултана Абишева Назарбаева. Музей очень большой и интересный. Открытие музея было 2 июня 2014 года. Находится на главной площади города Астана, площади независимости и гармонично вписывается в общий архитектурный ансамбль с монументом Казахи-Лер, Дворцом мира и согласия, Национальным университетом искусств, мечети Хазрет Султан и Дворцом независимости. Так, пожалуйста, давайте оценим. Как вы оцениваете эту работу? Как? Оценку 4, да? Потому что тут было? Очень краткое сообщение, да?
ну, наглядность не приготовила, я сказала, можно, да, без презентации, но была материал. Тут сообщение очень краткое было, и поэтому информация интересная, что-то получили? Ну, то, что, наверное, вы знали, да? Поэтому оценку поставим 6 или 7? 7 баллов. Спасибо. Есть еще желающие? Пожалуйста, выходите. Так, быстрее, пожалуйста. Кто еще пока она готовит? Кто-то еще готов быстрее? Пожалуйста, слушай. Выходит сюда. Тему озаглавьте, пожалуйста. Аргентинский экологический музей создан в 1905 году. На сегодняшний день это единственный в своей роде музей. На территории не только Казахстана, но и всего СНГ. Создатели музея озадачили сложные экологические ситуации в стране, исследовали благородные цели. Все. Так, пожалуйста, какой балл поставили? Как вы оцените, ребята? Дескрипторы знают. 6 баллов, да? Согласна? Согласна? А если нет, да? Еще есть? Ну давай. Читай со мной. Так, следующий есть кто? Для этого публицистический стиль чем отличается? Вы должны воздействовать на кого? Цель наша. На слушателей, читателей. Так рассказать, так обратиться. Какие призывы, да? Какие предложения должны быть повелителям? Чтобы заслушали и действительно вы убедили своим интересным рассказом. Да, интересно рассказала, да, про музей. Я обязательно скажу. Вот с таким мы должны настроением выслушать учащихся, да, и сделать оценку верную, правильную. Понятно, ребята? Критерии для чего даны? Понятно? Будем с этим, согласны вы с этим? Будем стараться, да? И последнее выступление, пожалуйста, публицистическим бегом, потому что у нас стоит новая тема еще. Еще раз. Цель публицистической цели какая? Стиля. Воздействовать. Так убедительно должны сказать, да? Такие предложения должны говорить. Интонационно и грамотно. Все слушаем. Музей Казахстана. Национальный музей Казахстана. Национальный музей Казахстана является самым молодым и самым крупным среди аналогичных объектов, расположенных в Центральной Азии. Комплекс находится в столице республики, в городе Астана, на проспекте Тәуелсіздік. В то же время на главной площади столицы, площади независимости. Он открылся 2 июля 2013 года. Общая территория комплекса 9,9 гектар. Сегодня в музее хранятся бесценные артефакты, составляющие его основной фонд. Это археологические находки нескольких курганов, в том числе изделия из золота. Самым удивительным экспонатом является иссыкский золотой человек, обнаруженный в 1969-70 году. При раскопках кургана Иссык и известный сегодня всему миру сакский воин в золотых одеждах является настоящим символом Казахстана. Поэтому его копии и скульптурные композиции можно встретить в разных городах республики. Сегодня музей делится на разные экспозиционные залы. Первый зал средневековый, зал золота, и 6-й современного искусства, 7-й выставочный зал и так далее. Хорошо, как вы оцениваете? Как вы думаете? Денис? 10 баллов? Я бы поставила 8. Почему? Знаете, да? Почему 2 балла не хватило? 8 это тоже пятерка. Но почему не 10? Сама можешь оценить, почему? Потому что у меня презентации. Презентации нет, да? И можно было бы, да, еще немножко раскрыть, да? А так очень отлично. Дикция, правильная информация, очень полезная, да? Поэтому молодец. Спасибо. 8 баллов. Еще? Ребята, быстрее, время все последнее. Я надеюсь, кто сегодня не готов, в следующий раз подготовьте, да? Информация это не первый урок. Спасибо, кто подошел очень серьезно к этому заданию. Сегодня у нас, ребята, тема урока «Научный стиль». Мы уже знаем,
Научный стиль где находится? В каких жанрах? Научный стиль. Ну, учебниках, статья, рефератах, а не только статья. Еще докладах, еще учебники сказали, еще энциклопедии, да, еще где? Словаря, да, еще где? Доклады, правильно? Рефераты, научные проекты. Все это используется, что, ребята? Научный стиль. Еще раз. Научный стиль, цель научного стиля, ребята, точно передать, обязательно точно передать научные знания. Это значит научную информацию. Поэтому вы правильно сказали, они передаются научный стиль в учебниках, да, рефератах, докладах, научных проектах, да, выступления ваши, энциклопедиях обязательно, да, словарях, статьях, научных статьях, да? Все понятно? Вот сегодня это, ребята, упражнение закрепим, это задание. Кому непонятно, что такое научный стиль? Я думаю, всем понятно. Открыли все учебники, на странице 30, упражнение 43. Задание, читайте. Что задание? Упражнение 43. Читаем задание. Сравните тексты. Что в них общего? В каком из текстов главная передача научной информации, а в каком обмен сведениями? Напишите научный текст. Задание всем понятно? Давайте вначале прочитаем, а потом мы разберемся. Первый текст читаем. Я люблю читать художественную литературу в свободное время. Мне нравятся компьютерные игры. А как же книги, словари, поведенческие? Интернет. Заходи на нужный сайт и читай, что хочешь. Нет, все-таки читать книгу лучше, чем сидеть перед компьютером. Скажите, пожалуйста, это какой стиль? Разговор. Правильно. Почему это разговор? Молодцы. Вторую статью читаем. Так. Ну давай, читай. Вторую статью. Стиль художественной литературы – это стиль художественных произведений, рассказов, повестей, романов, пьес и так далее. Основная функция художественного стиля – воздействовать на читателя, а также информировать его о чем-либо. Художественный стиль отличается образностью, выразительностью, эмоциональностью. Для стиля художественной литературы характерно сочетание особенностей разных стилей. Итак, это какой стиль? Но почему это научный? Здесь идет что? Научное понятие, информация о художественном стиле. Согласны? Хорошо. Теперь упражнение 44. Так, давай. 44. Все смотрим. Прочитайте, определите главную второстепенную информацию, содержание текста, запишите основные предложения. Ага. Внимательно все слушают. В учебниках, словарях, энциклопедиях, научных статьях и книгах используется научный стиль. Основная цель научного стиля речи – точная передача научных знаний и научной информации. Для научного стиля характерно употребление слов в их прямом значении, отсутствие образов, средств, производные спорных предложений, специальных лексики, терминов, например, склонение, скрывение, теорема, Скажите, в каком стиле это все? Научный. Почему это отнесем научный? Потому что он в тексте говорит о научном. Точно, какие знания о научном стиле, да? Здесь есть термины. Обратили внимание, да? Термины научные. Поэтому это называется научным стилем. Цель основного научного стиля в чем? Главное, скажите. Цель научного стиля в чем? Передача научных знаний, научные понятия. Понятно? Переписываем эту тетрадь, пожалуйста. Упражнение 44. Кто желает к доске? Упражнение 44. Кто не был? Так, ты не был. Ну давай, выходите. Записывайте тетради. Главная цель научного
стиля.